Два человека пострадали в ДТП в Якутске. Первое происшествие случилось по улице 50 лет Советской Армии на нерегулируемом пешеходном переходе. По предварительным данным установлено, что водитель, управляя автомашиной Nissan Тирана, совершил наезд на мужчину. Пострадавший получил травму ноги, говорится в сообщении ГИБДД. Второе ДТП случилось возле дома номер 49 по улице Лермонтова, где водитель Toyota Highlander совершил наезд на пешехода. В результате мужчина получил ушибы тазобедренного сустава, ему назначено амбулаторное лечение. Якутский пилот Руслан Валеев пропал в Екатеринбурге. Он ушел в неизвестном направлении из больницы 13 октября. Пилот приехал из Якутска в Екатеринбург на командировку для повышения квалификации. 13 октября его госпитализировали в больницу с двусторонней пневмонией. Днем он покинул больницу и ушел в неизвестном направлении. Родственники мужчины сообщили, что в последний раз разговаривали с ним около 11:25 утра по местному времени. С тех пор он не выходит на связь, телефон выключен, документов при себе нет. 4 жителей Мирнинского района были обмануты дистанционными аферистами. Они перевели мошенникам свыше 180 тысяч рублей. Аферисты действовали по стандартным схемам. Так, 25-летняя жительница города Удачный, разместив на сайте Авито объявление о продаже электрической плиты, лишилась около 39 тысяч рублей. Во время телефонного разговора с псевдопокупателем она рассказала ему конфиденциальные данные своей банковской карты. Еще одна жертва мошенников – 60-летняя пенсионерка из поселка Айхал. Женщине позвонили якобы из банка и, сообщив, что с ее счета неизвестные пытаются похитить 10 тысяч рублей, предложили перевести все средства на безопасный счет. Заявительница, не сомневаясь в правдивости слов лжебанкира, собственноручно перевела на продиктованный им счет 81 тысячу рублей. На уловки псевдосотрудников банка попалась и 39-летняя жительница города Удачный. У нее мошенники похитили около 49 тысяч рублей. Также в полицию обратился 38-летний житель Мирного. Мужчине мошенники предложили вернуть на банковский счет излишне потраченные деньги за услуги сотовой связи и убедили его продиктовать номер карты, а также одноразовые смс-коды для подтверждения транзакции. Со счета потерпевшего аферисты похитили 11,5 тысяч рублей. В Жиганском районе 33-летняя женщина расплачивалась в магазинах чужой картой. Потерпевшая местная жительница обратилась в полицию и рассказала, что она стала получать уведомления о списании со счета. Полицейские установили, что подозреваемая нашла на улице банковскую карту потерпевшей. Увидев, что она оснащена функцией бесконтактной оплаты, она решила воспользоваться ею. Женщина расплачивалась чужой картой в магазинах. В общей сумме она оплатила покупки на 5 тысяч рублей. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». В Якутске полицейские по горячим следам раскрыли уличный грабеж. Пострадавший сообщил, что вечером возле жилого дома неизвестный мужчина силой отобрал у него сотовый телефон и скрылся в неизвестном направлении. Подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался безработный 42-летний уроженец Усть-Майского района, ранее судимый за угон. В день происшествия потерпевший познакомился с подозреваемым, и мужчины вместе выпили. Злоумышленник, воспользовавшись тем, что новый знакомый находится в состоянии опьянения, оттолкнул его, выхватил у мужчины телефон и скрылся. По его словам, похищенный он был случайным прохожим. В его отношении возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы. В России в четверг зафиксирован рекорд суточной смертности от коронавируса с начала пандемии. По данным Федерального оперативного штаба, за последние 24 часа скончались 286 человек, у которых подтвердился диагноз COVID-19. В общей сложности жертвами заболевания в стране стали свыше 23 тысяч. Днем ранее Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса, получившую название «Эпивак Корона». Об этом на совещании с членами правительства объявил президент России Владимир Путин. Он также сообщил, что на подходе уже третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук. Нужно наращивать сейчас производство и первой нашей вакцины, и вот сейчас второй вакцины. И, конечно, прежде всего нужно обеспечить российский рынок этими препаратами. Они должны поступать в аптечную сеть России как можно шире. Мы продолжаем сотрудничество с нашими иностранными партнерами и будем продвигать нашу вакцину и за рубежом. Как сообщила в свою очередь вице-премьер России Татьяна Голикова, в ближайшее время будут проведены пострегистрационные клинические испытания вакцины «Эпивак Корона» на 40 тысячах добровольцев, среди которых будут 150 человек старше 60 лет.